Старая история с новым продолжением. Законной ли была вырубка деревьев вдоль реки Карагайлы? Обвиняемые и экологи выдвигают взаимные претензии. Быть предельно внимательными за рулем. На улицах Сибая появляются новые дорожные знаки. Первый юбилей в арбузном стиле. Свое пятилетие отметили активные супермамочки. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей в студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. В марте нынешнего года наши корреспонденты совместно с экологами выезжали на реку Карагайлы. Тогда в Межрайонный комитет Министерства экологии и природопользования республики поступило несколько звонков от жителей улиц Набережная и Мирная. Горожан беспокоило, что вдоль реки кто-то произвел рубку деревьев, тем самым нанеся урон окружающей среде. И вот спустя несколько месяцев этот человек сам позвонил к нам в редакцию и заявляет, он действовал в рамках закона. Подробности в нашем сюжете. Нияз Ягафарович Габасов сегодня намерен подавать в суд на специалистов Межрайонного комитета Министерства природопользования и экологии республики. Мужчина утверждает, все предъявленные ему обвинения беспочвенны. Напомним, в марте нынешнего года, после серии звонков, поступивших экологам от жителей улиц Набережная и Мирная, они провели свое расследование, в ходе которого выяснили, Ниязом Ягафаровичем были спилены несколько тополей вдоль реки Карагайлы. По заявлениям экологов, данная зона еще в 90-х годах прошлого столетия решением Совета городского округа была признана зеленой зоной. Растущие здесь деревья выполняли защитную функцию, укрепляли берег реки и защищали от размыва в период паводка. Специалисты отметили, рубка зеленых насаждений без специального разрешения запрещена. И потому в отношении гражданина Габасова было вынесено постановление о назначении административного наказания и предъявлен ущерб по вырубке деревьев. Сам Нияз Ягафарович утверждает, участок возле реки он не захватил самовольно. Им было написано заявление на имя главы администрации города, чьим постановлением была утверждена схема расположения земельного участка под огород. По факту на сегодняшний день, после моего заявления на имя Сулейманова было дано распоряжение о оформлении этого участка и заключении аренды. Что я и совершил. Все документы я вам предоставил для обозрения, что все здесь законным образом. По факту, того, что сделали санитарную обрезку тополей, но их никто не уничтожал, можете сами убедиться, что они до сих пор растут. И от того, что было, сейчас они имеют эстетическую форму. Для того, чтобы вести здесь хозяйственную деятельность, эти деревья, конечно, мешали. И жители до сих пор, я думаю, будут не против, если вообще бы сделали предписание администрации почистить русло рек. Между тем, у экологов своя точка зрения. Обрезка деревьев на данном участке была зафиксирована ими в начале марта, тогда как договор аренды между Габасовым и представительством Министерства земельных и имущественных отношений республики по городу Сибай был заключен только 28 апреля. Изначально он что сделал? Он срубил эти деревья, соответственно, потом только начал процедуру оформления документов. Также подтверждается это письмами, мы писали в администрацию для установления фактов, в ходе которого они объяснили, что да, постановление города за подписью главы было на утверждение схемы, но при этом договор на тот момент отсутствовал. То есть он фактически произвел рубку, потом начал оформлять документы. Фактически это является административным правонарушением, в том числе. На текущий момент мы видим такую ситуацию. Водным законодательством установлена общая доступная береговая полоса. То есть 20 метров люди свободно могут передвигаться именно по водному объекту на границах, то есть по суше. На текущий момент мы видим какую картину. Полностью территория огорожена, свободного доступа нету. Видите, если дальше посмотрите, там захламление территории. То есть это уже непосредственно возле водного объекта. То есть любой гражданин имеет право передвигаться и общий доступ к водным объектам. На текущий момент у нас установлен другое правонарушение. То есть изначально это рубка лесных насаждений, а тут уже ограничение доступа людей к водным объектам.
Нияз Игафарович вспоминает, в этом месте прошло его детство. Еще мальчишкой вместе с друзьями он купался в когда-то полноводной реке Карагайлы. На сегодняшний день ее и рекой-то назвать сложно. Как утверждает мужчина, она даже не обозначена на архитектурном плане, так о каком нарушении может идти речь. И если уже выдвигать обвинения, то тогда против всех, кто проживает по соседству. Ведь их границы участков, по всей видимости, тоже не соответствуют природоохранным нормам. Окончательную точку в этом непростом споре должен поставить суд. В ближайшее время Нияз Габасов намерен обратиться туда с заявлением на экологов. Лена Кириллова, Нияз Мирхайдаров, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина для службы новостей. Актуальная информация для сибайских автовладельцев. Изменения в городской схеме организации дорожного движения накануне коснулись нерегулируемого перекрестка улиц Ленина и Чайковского, располагающегося напротив здания Центра детского творчества. Теперь право преимущественного проезда целиком отводится автомобилистам, двигающимся вдоль улицы Чайковского в обоих направлениях. Соответственно, водитель, выезжающий с улицы Ленина, обязан уступить дорогу. Теперь это направление считается второстепенным. На перекрестке в настоящий момент установлены все дорожные знаки. ГИБДД города Сибая призывает автомобилистов соблюдать особую бдительность при проезде данного перекрестка и способствовать как можно более широкому распространению информации в среде автолюбителей нашего города. В преддверии нового учебного года в республике открылось еще одно учебное заведение. В Сибае начал работу Башкирский гуманитарный колледж. Он будет готовить кадры по специальностям среднего профессионального образования, а также осуществлять курсовую подготовку и переподготовку специалистов. Более подробнее об этом в интервью нашей программе директора колледжа Рима Хасанова. По рекомендации научного руководителя я был, предложен директором. И вот целый год мы добивались, чтобы вот этот гуманитарный колледж, чтобы открылся в Сибае. Конечно, мы долго ходили, и вот недавно получили лицензию Башкирский гуманитарный колледж. Мы будем готовить юристов, в основном юристов. А вторая специфика у нас специальность будет имам хатиба. То есть будем учить Коран. Они будут изучать арабский язык, будут изучать таджвид, перевод Корана, вот таджвид будут изучать. Но в основном иностранный, английский язык тоже будем изучать. В этом году мы хотим начать на базе 8-й школы. Там нам предоставили отдельные аудитории, кабинеты. Вот на них обратили внимание, конечно, СУФы, они остались довольными. В результате нам дали лицензию. И мы с этого, сентября, с этого года начинаем учебу. У нас колледж намного ниже по сравнению с другими оплатами. 30 тысяч на базе 9 классов, а заочники будут платить 10 тысяч. Это намного символическая цена, я бы так сказал. А вообще поступившие в основном будут, наверное, не только за Урале, но со всей именно Башкирии. Желающим поступать в этот колледж нужно подойти каждый день 4 часа в 8-ю школу. Там вас будут встречать. О группе молодых мамочек «Happy Super Mom» наслышаны, пожалуй, многие сибайцы. Такие мероприятия, как Дармарка, флешмоб женственности, парад колясок, чемпионат ползунов, чистые берега и многие другие объединяют молодых женщин и дарят им море позитива и энергетики. На днях участницы группы отметили свой первый юбилей. На площадке перед Домом молодежи «Мир» собрались участницы группы «Happy Super Mom» и многочисленные гости. Была подготовлена развлекательная программа с песнями, танцами, выступлениями творческих коллективов города и самих супермамочек. Поздравить группу с 5-летием пришли представители общественных организаций Сибая и городской администрации. Я поздравляю всех вас с вашим маленьким, но юбилеем. Вам уже 5 лет. Вот уже 5 лет вы объединяетесь, вы творите добро.
Вы проводите различные конкурсы, вы делаете различные подделки, вы проводите утренние зарядки, я вас на зарядке встречала, вы организовываете лагерь для детей, вы учите детей английскому языку. И это только благодаря самым активным мамочкам и вашим детям. Спасибо вам большое. Вы уже 5 лет прожили. Живите долго-долго. Растите большими-большими. Хочу пожелать вам счастья, добра, благополучия. Уважаемые супермамочки, действительно, мы вас поздравляем с 5-летием. Я пришел вам подарить спортивный инвентарь, футбольный мяч, волейбольные, шашки, игры. И я хотел бы, чтобы наше мероприятие совместно с Союзом отцов и мамочек провести в спортзале «Веселые старты». Мама, сын, у меня будет папа и дочь. И мы проведем, нам спонсоры помогут оригинальными призами, и я думаю, мы проведем совместное мероприятие. С праздником вас! Удивительно, как группа, созданная подругами в социальной сети ВКонтакте, выросла в целую общественную организацию. Прошло 5 лет, и сегодня в рядах супермамочек насчитывается почти 3000 человек. Неутомимые молодые женщины регулярно организовывают встречи с различными специалистами, а также тренинги, занятия как для мам, так и для детей. Кстати, на празднике супермамочка Альбина Ибрагимова провела мастер-класс для ребят по плетению браслетов из трубочек и бусинок. А умелые Альбина Аминева и Ляйсан Базигитова научили всех желающих красиво завязывать головной убор челму. У нас несколько направлений. Одно из главных, наверное, это благотворительность. Для того, чтобы мы помогали, умели помогать, были сочувственными к другим семьям, то есть мамочкам, одиночкам, многодетным мамам. А также мы проводим экологические акции, мастер-классы для творчества, а также различные флешмобы, женственности. Все это для того, чтобы объединить наших мамочек все вместе и вместе делать добро. Группа мамочек – это у нас любимое хобби, это наши любимые занятия, где мы можем проявить свои творческие способности, где наши мамочки общаются, делятся опытом. Мы все здесь очень дружные, друг другу помогаем в любой ситуации, горести вместе делим, радости тоже. То есть это большая, хорошая, добрая семья, где все друг к другу очень уважительно относятся. Свой юбилей участницы группы решили отметить в стиле арбузного праздника. Была приготовлена специальная фотозона, где гости мероприятия могли сделать яркие и оригинальные снимки на память. К концу праздника всех гостей ждал стол со вкусным лакомством – арбузами. Для меня группа – это общение с единомышленницами, с мамочками, счастливыми мамочками, которые любят свою семью, мужа, детей, общаются, делятся своим творчеством, своими хобби. Для меня группа очень много значит, потому что это самая большая поддержка, потому что во время декретного отпуска не хватает общения. А в группе мамочек как раз-таки тебя и понимают, и подскажут, и направят куда, причем не в групповой форме, а очень мягкая. Группа мамочек – это вдохновение, это общение, это поддержка, дружба, женская, настоящая, без зависти, без злости. Я себя реализовала со всех сторон. Как мамочка я очень себя больше начала воспитанием детей заниматься. В творческом плане я себя открыла очень много в плане того, что я рукоделием очень сильно вплотную начала заниматься, хотя это раньше как бы я умела, но не настолько. Очень многие мамы меня вдохновили на то, чтобы раскрыть свой талант, свое искусство, свою любовь к детям и вообще к жизни. По мнению самих участниц, юбилей прошел на ура. Супермамочкам не впервые устраивать такие душевные праздники для горожан. Вступить в группу молодых мам они приглашают всех желающих. Айгуль Мавлеткулова, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости понедельника. Я прощаюсь с вами, удачной вам недели и только хороших новостей. Увидимся.